Я смотрю, Якутию кризис обошел стороной. Боится кризис суровых якутских чиновников. Депутаты водят Прадо. Редакция newsyutk.ru стала известна о предстоящей закупке внедорожников для верхушки Госсобрания Илтумен. Сумма закупки в условиях кризиса впечатляет – 28 миллионов рублей. Прадо? Тю, ерунда. Заместитель председателя Госсобрания Илтумен Виктор Губарев на вопрос о сумме в 28 миллионов рублей ответил сногсшибательно. Прям как настоящий патриот. Да, расходы будут минимальными. Это будет практичный транспорт. Молодец, экономный ты наш. Иногда складывается ощущение, что слуги не они, а простой народ. А с другой стороны, почему бы и нет? Народ, что завидуете? Станьте депутатами и тоже будете ездить на Прадо, а не в троллейбусах и на автобусах. Нет бы отечественный автопром поддержать, да и дороги наладить. Кстати, дороги. Вот еще одна великая цитата этого Губарева. Старый автопарк сильно устарел, отработал свой срок годности. Я, к примеру, ездил на Патриоте, который после каждой командировки ломался. Ну, если честно, нормальное такое заявление. Чуть ранее я вспомнил о дорогах. Так вот, не поленитесь, вбейте прямо сейчас в гугле «Дороги Якутия». Вот что первым делом выдает Google. Говоришь, автомобили отработали свой срок? Конечно, по таким дорогам не то что легковушка, бульдозер не проедет. Да какой там бульдозер? Вертолеты будут буксовать. А пешком пройтись так вообще засосет в трясину. Вот куда 28 миллионов нужно потратить. А хотите немного жести? Пожалуйста. Жильцы треснувшего в Якутске дома теперь обитают в палатках. Четырехэтажный жилой дом на проспекте Ленина города Якутска начал рушиться 24 июля из-за трещин, которые образовались между вторым, третьим и четвертым этажами второго подъезда. На данный момент временное пристанище мэрия предоставила лишь одной семье. Остальные ютятся где могут, на дачах у родственников, теперь и в палатках. Некуда девать 28 миллионов рублей? Походу, если у кого-то проснется совесть, я сделал хорошую подсказку, куда их можно девать. Не правда ли? Дальше. Давайте посмотрим, что у нас творится в Красноярском крае. А если быть точнее, в Шушинском районе. Увлеченный в покупке ордена Анатолий Керзик снова возглавил Шушинский район. Напомним, ранее он был осужден условно на 2 года за превышение должностных полномочий из-за покупки на бюджетные деньги ордена Столыпина на 97 тысяч рублей. Это вообще как? Такое вообще возможно? Как можно избрать главой человека, который даже бюджет грабит бездарно? Я уже молчу про управление районом. Медальку ему захотелось. Чтобы медальку получить, обычно нужно ее заслужить, а не покупать. Хотя кому я читаю мораль? Я так полагаю, теперь ему вручат золотой орден за взятие Шушинского района. Самое интересное то, что главу Эвенкийского района, это тоже там в Красноярском крае, тоже сняли с должности и осудили на 5 лет. Угадайте за что? За покупку ордена Столыпина за 100 000.